в Казахстане уголка, где бы не знали имя Сабита Муканова. Сабит Муканов – классик национальной литературы, который писал произведения в различных жанрах, создавал основы казахской литературы XX века. Его имя, как одного из зачинателей казахской литературы, тесно связано с историей и долгое время определяло ее развитие. «Все, что происходит в жизни, требует доступа к книге», сказал французский поэт Стефан Маларме. В своих произведениях, отличавшихся многообразием тематики, Сабит Муканов отразил многовековой быт, культуру, историю казахского народа. Для его творчества характерна одна особенность – он стремился быть в гуще жизни, черпать материал из живой действительности. Полноценная литературная деятельность Муканова началась с 1920 года, когда он решил заявить о себе в качестве поэта. За последующие десятилетия он напишет свыше 100 тематически разнообразных лирических стихотворений, поэмы, рассказы, повесть, 2 романа, 1 в стихах, другой в прозе, десятки критических статей. После поэтических поисков Муканов вплотную подходит к созданию прозаических произведений, среди которых наиболее заметными станут романы «Батагос», «Сырдарья», «Степные волны», трилогия «Школа жизни», незавершенная трилогия «Промелькнувший метеор». Творческий путь его не был сплошь успешным, на нем встречались и отдельные неудачи, и творческие срывы. Романы Муканова «Тимиртас» и «Асиль» останутся незавершенными. Роман Сабита Муканова «Тимиртас» – это социально-психологическое произведение, раскрывающее судьбы людей в условиях индустриализации Казахстана. Автор пытается раскрыть в романе тему классовой борьбы в казахском ауле в период коллективизации и передела пахотных и сенокосных угодий в 1927 году. Сам автор считал роман незавершенным. Он был издан с пометкой «Конец первой книги». В романе есть все, что характерно для большого профессионального романа. И сюжет, и тематика, и точное осмысление особенностей казахского сельского быта. Но автор не раскручивает до конца сюжетную линию. Произведение заканчивается в самом разгаре борьбы крестьян за землю. Остается неясным, к какому окончательному результату привели действия трудящихся. Был ли раскрыт заговор таких баев, как Тюлькубай. Автор сосредотачивается на внутреннем мире героев, их нравственных качествах и противоречиях на фоне больших исторических перемен. Главный герой романа «Тимиртас» – это один из самых сознательных и активных людей советского села, воплощающий идею формирования нового человека, сознательного строителя социалистического общества. Через его образ автор показывает ценность труда, моральную честность и важность человеческого достоинства. Через взаимодействие главного героя с коллективом раскрываются социальные проблемы – дисциплина, ответственность, моральное воспитание. Наиболее полно изображен в романе враг новой власти – бывший волостной Тюлькубай, образ которого выступает контрастом образу главного героя. Это умный враг, умеющий приспосабливаться к ситуации, очень хитрый и избирательный. Ради своих целей готов продать красоту и молодость своей сестры. Тюлькубай и более крупные баи мечтают о том, чтобы подавляющее большинство крестьян не вступили в политическую борьбу. Очевидно, что с нарастающим порывом времени старый мир не сможет устоять. Литературоведами роман оценивается как художественно слабый в сравнении с поздними произведениями Сабита Муканова. В нем показана начальная стадия развития событий. Многие герои лишь очерчены, поэтому нельзя говорить о нем как о законченном произведении, несмотря на большой объем. Тем не менее, роман важен как раннее крупное эпическое произведение Сабита Муканова. Он показывает, как писатель обращается к теме преобразований и отражает жизнь народа. Роман можно рассматривать как важный документ своего времени, попытку автора зафиксировать нарастающие социально-классовые изменения в казахском селе в период индустриализации и коллективизации. Он ценен как исторический, социологический материал и как часть творческого пути Сабита Муканова.